Здравствуйте, ребята! Значит, на прошлом уроке мы с вами говорили о физических величинах и единицах измерения физических величин. Но сегодня поговорим об этом чуть более подробно. Значит, напоминаю вам, что для того, чтобы измерить какую-то физическую величину, мы должны сравнить ее с однородной величиной, принятой за эталон. Ну и, соответственно, что? В прошлый раз мы говорили об эталонах. Значит, как правило, эти величины измеряются какими-то физическими приборами. Ну, приборов, линейка, обычная линейка – это тоже физический прибор для измерения длины. Значит, существует, скажем, термометр, да, прибор для измерения температуры. Вот у нас амперметр, прибор для измерения силы тока. Но и главная особенность любого такого прибора – это наличие некой шкалы. То есть получается, что на этой шкале нанесены какие-то деления, циферки и так далее. Ладно бы, если бы циферки были бы возле каждого деления. На самом деле, что, ну, скажем, как у амперметра, вы видите только начальные, конечные, ну, 2-3 цифры. Вот как пользоваться вот такой шкалой? Ну и, соответственно, что давайте мы введем некоторые такие определения. Вот первое, главное, что вы должны уметь определять, это определить цену деления шкалы вот неизвестного вам прибора. Ну, вот амперметр, прибор для измерения силы тока. Пока вам не важно знать, что это амперметр, важно, что вы могли определиться со шкалой. Значит, как определяет цену деления шкалы? Цена деления еще показывает значение наименьшего какого-то деления. Сколько она будет в амперах наименьшее деление. Как это можно сделать? Ну вот я смотрю, 0, 1, следующее, значит, деление, значит, да, и между ними 10 каких-то отметинок, 10 делений. Так вот, как найти цену деления? Значит, чтобы найти цену деления, давайте, условно говоря, будет CD, я обозначу. Значит, нужно будет взять два ближайших деления шкалы, от большего отнять меньше, вот у нас 1 и 0 мы взяли, да, и разделить на количество делений между ними. Получается 0,1, ну в данном случае чего? Ампера. Пусть вы это не знаете пока, значит, да, но важно просто именно цена деления шкалы. То есть цена деления показывает, сколько стоит каждое наименьшее деление. Если, скажем, будет 3 деления, значит, да, от нуля, это будет 0,3 ампера, ну и так далее. Ну и также каждый прибор, значит, да, имеет свой предел измерения. Дело в том, что вот здесь вот написано 3 ампера. Значит, да, то есть получается, если вы включаете этот прибор в сеть, где есть больше 3 ампер, скажем, 10 ампер или 5 ампер, естественно, прибор этот сгорит. Значит, да, то есть вы должны учитывать, что есть предел измерения. Это наибольшее значение, которое можно измерить, значит, данным прибором. Так, это касается цены деления. Так, ну и надо сказать, что чем меньше цена деления, значит, да, тем чувствительнее прибор. То есть получается, у прибора, у которого цена деления 1 ампер, он будет достаточно грубым, а где 0,1 ампера, или, скажем, 1/100 ампера, он, получается, более точное измерение вам может показать. Хотя, конечно, им можно будет пользоваться только в каком-то малом диапазоне токов. Так. Различают прямые и косвенные измерения. Прямые – это когда сразу вы можете измерить непосредственно прибором, ну, скажем, весами, термометром, значит, да, линейкой и так далее. Есть еще и косвенные измерения, когда вы измеряете сначала какие-то величины, измеряете приборами, а потом уже главную, то, что вы хотите измерить величину, определяете по какой-то специальной формуле. Ну, пока этих формул вы не знаете, значит, да, но в ближайшее время у вас уже будет целый арсенал таких формул, которые вы должны будете уже знать. Так, следующий момент. Вот, значит, мы в начале урока написали тему на доске «Точность измерения и вычислений». Действительно, при любом измерении, значит, даже когда мы делаем самые незначительные измерения линейкой, всегда возникают некие ошибки, некие погрешности. С чем они обычно связаны? Ну, тут, конечно, и человеческий фактор. То есть, получается, у нас не идеальное зрение у большинства, ну, в том числе, допустим, у меня, значит, если я ношу очки. Это раз. Но даже когда зрение идеальное, все равно, значит, вы можете ошибиться на какую-то долю, значит, цены деления. Потому что есть инструментальная ошибка. То есть, получается, те, кто создавал приборы, значит, тоже люди, и, соответственно, там тоже есть какие-то нюансы. Поэтому, значит, различают так называемую инструментальную погрешность и погрешность отсчета. Ну и, соответственно, что? Когда я нахожу погрешность измерения, она обычно, ну, так обозначается. Вот есть такой в математике значок дельта. Дельта, значит, да, ну, скажем, условно говоря, какой-то дельта L. Я измеряю какую-то длину. Вот эта погрешность при измерении длины. Она будет складываться из погрешности измерения инструментальной и погрешность измерения
Ну, вот то, что включает ваш человеческий фактор. Но дело в том, что инструментальная вот эта вот погрешность, которую вот я записал, дельта LIT, так называемая, инструментальная, она связана с классом точности приборов. Пока вам это знать, значит, еще рано, в дальнейшем мы об этом, конечно, будем говорить. Поэтому мы пока ее пренебрегаем. И поэтому что вот эта погрешность измерения, которую вы будете, значит, находить, она будет только связана с вашим человеческим фактором, погрешность отсчета. Но считается, что погрешностью при измерении будет являться половина цены деления. То есть, значит, если, скажем, цена деления 0,1 ампера, то погрешность у вас будет 0,05 ампера. Или, скажем, если у вас у линейки 1 мм цена деления, то, соответственно, полмиллиметра это будет погрешность вашего измерения. Так, ну вот я запишу так, значит, это цена деления, как мы договорились, пока нет никакой, пополам, да, половина цены деления. Ну, иногда, в некоторых случаях, значит, да, для определения более точного значения, значит, можно просто сделать несколько измерений. Поэтому, скажем, вот, скажем, я измеряю длину стола, значит, да, я могу делать 3 измерения, L1, L2, L3, 3 раза измерить. Ну и для более точного значения, что я могу найти среднее значение длины стола. Значит, ну как находится среднее, вы уже, наверное, знаете из математики. Нужно все 3 значения сложить, да, и разделить на количество опытов, значит, на 3 измерения. И в любом случае вот это среднее значение, оно будет точнее, чем то, что у вас получилось в каждом из опытов. Так, с этим понятно, да? Так, поехали дальше. Значит, следующий вопрос, следующая часть нашей беседы сегодняшней связана, опять же, с записью больших и, значит, малых чисел. Дело в том, что в физике приходится работать с такими числами, скажем, когда мы говорим о массах какой-то звезды, массах планет, значит, да, или, скажем, массе какой-то маленькой частицы, электрона там, или протона, то, соответственно, даже дольные и кратные приставки вам тут не помогут. Значит, да, то есть получается там не одна, допустим, миллионная метра, значит, да, а одна, там, скажем, значит, и 0, там, скажем, 30 нулей, значит, да, и какое-то значимое число. То есть получается в этом случае, значит, нужно как-то поступать по-другому. Поэтому в этом случае приходится воспользоваться вот такой стандартной формой записи числа. Значит, да, ну, опять же, это в большей степени математическая фишка они придумали. Так вот, получается что? Ну, как это можно сделать? Ну, скажем, такое число. Скажем, длина, расстояние между какими-то там, ну, не знаю, планетами оказалось, например, вот такое. Так, 13 миллионов, ну, допустим, километров. 13 миллионов километров, значит, да, между какими-то планетами. Так вот, как это можно будет записать? Значит, я могу записать в виде такой стандартной формы. 1,3, и дальше считаем, какое количество, значит, на какое число я должен умножить. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Умноженное на 10 в 7 степени километров. То есть, получается, я компактно записал такое большое число. Ну, или, скажем, размеры, диаметр какой-то молекулы. Ну, скажем, ну, не молекулы, ну, пусть что-нибудь покрупнее будет, клетки, допустим. 0,00000, там, 23, ну, не знаю, там, миллиметров, к примеру. Как я могу сделать? Здесь обратное. Значит, чтобы получить такое число, нужно число 2,3 разделить, значит, на миллион. Поэтому как это можно будет записать? Это будет 2,3 умножить на 10 уже что? 1, 2, 3, 4, значит, минус 6 степени миллиметра. Ну, у вас упражнения будут, значит, да, потренируйтесь, значит, на практике, я думаю, что с этим проблем не будет. Ну и последний момент, значит, да, часто с этими числами приходится работать, значит, да, приходится делать какие-то действия, скажем, умножение и деление. Ну, как умножаются числа со степенями? Ну, скажем, что если я а в степени n умножу на b, скажем, в какой-то другой степени, скажем, в степени, значит, b в степени m, значит, это получится что? Это можно перемножить значимые числа, а умножить на b, значит, да, ну и, соответственно, что? В степени получается n плюс m. Ну, например, значит, да, скажем, 2 на 10 в пятой степени умножить, значит, на 3 на 10, скажем, в четвертой степени. Получается 6
умноженное, значит, на 10, складываем показатели степени 5 и 4, получается в 9 степени. При делении, значит, там получается, ну, скажем, а в степени n я поделю, значит, на а в степени m. Значит, да, основание будет одно и то же. Ну, а в данном случае показатели будут отниматься. n минус m. Ну, есть, конечно, варианты с сложением, вычитанием, значит, да, но они, думаю, пока будут сложноваты, пока ограничимся этим. Итак, ребята, значит, подводим итоги. То есть получается, что для измерения используются какие-то измерительные приборы. Любой прибор имеет шкалу. Значит, главное, что вы должны уметь определять по этой шкале, это цену деления и предел измерения этой шкалы. Так, при измерениях возникают, хотите вы того или не хотите, погрешности измерений. Ну и, соответственно, погрешность ваша, человеческая, значит, да, при отсчете, значит, да, она будет равняться половине цены деления. Так, ну и работа со степенями, я думаю, что потренируйтесь дома упражнения, значит, да, и у вас все будет нормально. Так, на этом наше сегодняшнее занятие заканчивается. До свидания. Всего вам доброго.